Совсем скоро летние дни сменятся для некоторых школьников непростыми учебными буднями, но не для Эсмины Евлоевой. Девочка хочет поскорее сесть за родную парту. Большой книголюб. Она вместе со своими одноклассницами почти каждый день посещает школьную библиотеку. Просторный храм знаний с множеством книг. Для нее одно из любимых мест в школе. Я люблю заходить в библиотеку, потому что тут очень интересные книги. Их можно читать, какую захочешь. Можно брать домой, а потом возвращать, конечно же. Вот кроме этой библиотеки, что тебе еще нравится в школе? Актовый зал, двор, украшенный разными интересными рисунками. Нравится сама школа. Мне все нравится тут. Классы большие. Можно походить на перемене, погулять. Большие коридоры. Вторая общеобразовательная школа в Сурхахи распахнула свои двери 17 апреля этого года. Новую трехэтажную построили на месте старой, возведенной еще в 1978 году. Учебный процесс начали буквально сразу же, ведь условия, созданные подрядчиком «Лидерстрой», выше самых смелых ожиданий. У нас работал Муса Аушев Магомедович. Очень исполнительные ребята были. Любую нашу просьбу, только так, вот вы видите, вплоть до последнего цветочного горшка, они с нами согласовывали даже цветовые гаммы при оформлении школы, при оборудовании. Все было согласовано с нами, с родительским комитетом, с жителями села. Все время спрашивали, как бы было бы лучше, как бы было бы красивее. И как вы видите, действительно работа сделана на совесть. Теперь школьникам доступны современные инновационные условия, просторные гардеробные для младших и старших классов, спортивный зал, а сзади школы построен и новый стадион для самых разных игр. Кабинеты информатики, новые учебные классы, оснащенные интерактивными досками и компьютерами. Отдельного внимания заслуживает и сама мебель. У нас по самым продвинутым стандартам имеется мебель, которая регулируется по росту детей. Это говорит о том, что, например, дети в первом классе чуть ниже они получаются у нас, к примеру, да, и уже в третьем-четвертом классе мы их поднимаем, и они здесь же с 1 по 4 класс могут находиться у себя в кабинете. А вот большой актовый зал вместимостью около 300 человек – огромная радость не только для детей, но и для родителей. У Магдалины Катиевой в этой школе учатся две девочки. Обе просто обожают выступать на сцене, петь и танцевать. Выступает кружок полностью, вязальный кружок, Москва, условия его уже щемело. По праздникам выступает, я бежу, а мне приятели, да куда-то сделать бы кое-что. В школе есть и кружки дополнительного образования, от бисероплетения до шахмат. Кстати, кабинет для шахматного кружка стал подарком от подрядчика в день открытия. Поделки из бисера и рисунки учащихся украшают кабинеты и коридоры школы. Любуются работами своей дочери Магомед Нальгиев. Будучи председателем родительского комитета, мужчина вместе с другими родителями помогает коллективу школы подготовиться к предстоящему учебному году. Делится, что в новое учебное заведение всегда заходит только с улыбкой на лице. Ханз чуандикер ох хагош тхож хижат он хаяш хан тхун мёе вебершт мёе дик хай хожд хаяр о юштер нах бу ожне ан муса дик замсак бу дик бохбер чаг даёхтер материал дик ёлж хадикияш хозие торяз долж чуандикияй. На первом этаже расположены 4 мастерские, где дети занимаются в свободное время. Кабинеты для готовки и шитья для девочек и 2 цеха по обработке древесины и металла для мальчиков. Кроме новейшей техники, они оборудованы и вот такими аппаратами. Это, значит, пылесос, который предназначен для уборки помещения после проведения занятий и для соблюдения санитарных норм в учебном кабинете. Здоровье детей всегда на первом месте, поэтому и новый медпункт в школе скорее напоминает небольшую больницу. Собственный стоматологический кабинет, процедурная, прививочная, перевязочная. Сказочные условия царят и в столовой, рассчитаны на 120 посадочных мест. Кроме кухни, оборудованной всем необходимым, есть и несколько цехов для хранения и обработки продуктов. Как видите, здесь у нас мучной цех,
где в основном изготовление из муки делается. Потом идет у нас помещение для обработки яиц. Как вы видите, имеется здесь холодильная камера, моечные устройства. Затем идет у нас мясо-рыбный цех, где непосредственно обрабатывается и мясо, и рыба. А также отдельные подсобные помещения для персонала и хранения разных вещей. С такими условиями дети просто обязаны учиться на отлично, отмечают педагоги и родители. А все благодаря людям, которые вложили в строительство этой школы всю душу. Фирма-подрядчик «Лидер Строй» создала все условия для грамотного и всестороннего развития детей. Ведь наше подрастающее поколение – это будущее республики. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.